Ишан гущер нухажи хада хаят чухус. Машину наг дaqo hatta nach yuq aquhash niqmod atus. Tsiga ya doakhana ya jalish ya tsiskash спакет жду хода да я женухаш. И действительно, вдоль всей улицы Шоссейная по обеим сторонам внутренней трассы выставлены пакеты с бытовым мусором и строительными материалами. Животные, как правило, не проходят мимо таких свалок. Содержимое пакетов, как мы видим, вывалено наружу. Ежедневно, проезжая эту улицу, смотреть по сторонам становится крайне неприятно, признается автор видео. Особенно некрасиво перед гостями республики, говорит он. Местные жители просят немедленно принять меры, поставить баки, усилить работу управления ЖКХ, все возможное, только бы больше никогда не видеть этой неприглядной картины. Следующий материал от автолюбителя. В своем видеообращении водитель призывает местную власть обратить внимание на всем известный Плиевский переезд, состояние которого расшатывает не только машины, но и нервы. Это не замедленная съемка, а реальная скорость передвижения машин на месте железнодорожного переезда в Плиево. Время здесь замедляется настолько, что водители успевают высказать все негодование по поводу переезда, пока колеса не пересекут рельсы. Ежедневно по этому участку проезжают сотни грузовых и легковых машин. Кому обращаться по поводу ремонта переезда, водители уже и не знали. А завидев издалека съемочную группу, останавливаются, чтобы наконец высказаться по сложившейся ситуации. Машины часто ломаются из-за этого переезда. И получается аварийные ситуации из-за того, что машина, тот, кто не знает насчет этого переезда, они быстро едут и начинают резко тормозить. Вот поэтому получается аварийная ситуация. И во-вторых, машины часто ломаются из-за того, что там, видите, что вокруг рельсов глубокие ямы. Казалось бы, проблема не столь масштабна, а между тем вопрос остается актуальным на протяжении нескольких десятков лет. И напоследок снова возвращаемся к предыдущим выпускам нашей рубрики. Чуть более 2 месяцев назад житель сельского поселения Экажево прислал видеообращение по поводу разбитой дороги по улице Талдиева. Огромные лужи после дождя доставляли массу неудобств местным жителям. Как видно, с тех пор изменилось немногое, а местные власти тогда обещали полностью решить проблему. Видимо, намерений хватило лишь на то, чтобы положить здесь гравий, но ситуация гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Так, пересечение улиц Талдиева и Муталиева является самой низкой точкой, и во время дождей вся вода стекается именно сюда, затапливая дворы близлежащих домов. Жители очень надеются, что до начала осенних дождей дорогу все-таки отремонтируют. Вода заливает и подвальное помещение мечети, которое не просыхает. Местные жители предлагают свои идеи, чтобы раз и навсегда забыть об этой проблеме. А между тем власть в Экажево снова сменяется. Новый глава Магомед Башир Кациев уже в курсе этой ситуации и обещает проконтролировать решение проблемы. Там нужны нормальные вложения, чтобы полностью устранить вот эти недостатки. Там нужно прокопать глубокую траншею, проложить трубы большого диаметра, соответственно, накопители, чтобы эта вода уходила. Но пока финансов нету, на следующий год вроде планируем заложить в бюджет. Если получится, постараемся сделать. Конечно, мы понимаем чаяние, трудности этих людей. Мы их понимаем, потому что после каждого дождя их дворы и подвалы затапливаются. Ну, мы временно сейчас там решили вопрос, как. Убрали вот этот грунт, сделали дорогу немножко ниже, чем их дворы.
и временно отвели эту воду в сторону. Свои видеообращения присылайте на номер в WhatsApp 8 928 731 85 93. Журналисты национального телевидения по мере возможности откликнутся и постараются помочь в решении наболевшей проблемы. Марина Муталиева, Султан Булгучев, Адам Долгиев, Новости 24.